Альхамдулиллахи Раббил Аламин, ассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, сайидина Мухаммад ва аля алейхи ва саллям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мухтарам джамаат. Мы с вами продолжаем изучение текста акиды имама Тахави в толковании имама Аль-Бабирти. В прошлый раз мы с вами говорили о лицезрении, возможности увидеть Аллаха Та'аля. В самом конце сказали, что Аллаху Та'аля отличен от своих созданий и ничем, ни своими атрибутами, ни своей сущностью, ни своими деяниями на создание не похож, созданием не подобен. Сегодня мы продолжаем, переходим к новому разделу, причем новый раздел, он именно на сегодня актуален. Почему? Потому что мы как раз в месяце Раджаб, и по одному из риваятов, именно в месяц Раджаб, 27 числа с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, произошло чудо Аль-Исра валь-Ми'радж, ночного путешествия, то есть ночного перенесения и вознесения. И как раз наш сегодняшний раздел посвящен этой теме. Имам Тахави говорит: «Валь-Ми'раджу хаккун, ва кад усри бин наби алейхиссалям». То есть Ми'радж – это истина, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был перенесен, имеется в виду, перенесен ночью из Мекки в Аль-Кудс, в Иерусалим. Нужно отметить, что чудо Исра валь-Ми'радж состоит из двух составляющих частей. Исра – это перенесение ночью, имеется в виду перенесение из мечети Аль-Харам в мечеть Аль-Акса, находящуюся в Аль-Кудс в Иерусалиме. И вторая часть этого чуда – вознесение. Первая часть Исра подтверждается аятом из Корана, в котором сказано: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, субхана аллази асра би'абдихи лейлан миналь масджидил харам илаль масджидил акса аллази баракна хауляху». То есть пречист Аллах, который перенес своего раба ночью из мечети Аль-Харам в мечеть Аль-Акса, вокруг которой, то есть саму мечеть и все, что прилегает к ней, мы сделали благословенным, говорит Аллаху Та'аля. И второй элемент или вторая часть чуда «У'урида бишахси», имам Тахави говорит: «У'уридя бишахсихи фи льякада иля самаи, thumma иля хайthу ша Аллаху Та'аля мин аль-уля, вакрамаху бима шаа, ва уха илейхи ма уха». То есть и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вместе со своим телом и душой бишахсихи был вознесен в небеса в бодрствующем состоянии. «Thumma иля хайthу ша Аллаху Та'аля мин аль-уля». Затем он был еще вознесен туда, куда пожелал Аллаху Та'аля. «Ва акрамаху бима шаа», и Аллаху Та'аля почтил, облагодетельствовал его тем, чем пожелал. «Ва ауха илейхи ма ауха», и ниспослал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что было ниспослано. Эта часть, вторая часть путешествия, подтверждается далилями из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но, возвращаясь к первой части, кратко о ней скажем. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, по одному из риваятов, в 27-ю ночь месяца Раджаб находился в мечети Аль-Харам. В это время к нему пришел Джибриль, алейхиссалям, с животным по имени Бурак. Хадисы сообщают, что это животное было немножко побольше мула, вернее, побольше осла, поменьше мула. Это животное могло перемещаться с большой скоростью и оказывалось мгновенно там, куда падал его взор. Оседлав это животное, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мгновенно оказался в мечети Аль-Акса. Нужно отметить, что во время перенесения пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видел курайшитский караван в пути, но и само по себе это перенесение является чудом. Почему? Потому что
По меркам того времени Аль-Кудс, Иерусалим, находился от Мекки на расстоянии месяца пути. Если караван шел месяц, то пророк ﷺ это расстояние преодолел мгновенно. То есть человеческое тело без всякой защиты двигалось с такой огромной скоростью. То есть даже достаточно встречного ветра, который должен фактически изъедать кожу, но с пророком ﷺ ничего такого не произошло. Тем более на тот момент передвижение с такой скоростью было нереальностью, поэтому это событие также относится к категории чуда. Дальше вторая составляющая чуда – вознесение в небеса. О ней пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает, но здесь затрагивается и его нахождение в Мекке тоже. «Байнама ана фил хатайми, уруббама каля фил хиджри». Пророк сам говорит, когда я находился в Хатайме. Хатайм – это место в мечети Аль-Харам, и по одному из риваятов Хиджр, то есть Хиджр Ибрахим, это вот рядом с Каабой. «Мудтаджи'ун бейна наими валь якзан». Я в это время лежал в состоянии между сном и бодрствованием. «Атани атин фашакка ма бейна хадихи иля хадихи фастахраджа кальби thumma утиту битастин мин захабин мамлуин иманан фагусила кальби фихи thumma хушия фауида». Дальше пророк ﷺ рассказывает, когда я находился в таком состоянии, ко мне пришел кто-то, здесь не называется кто, атин, и рассек мою грудь. Затем вынул мое сердце, после чего мое сердце было омыто в золотом сосуде, наполненном верой, и мое сердце вернули обратно. ثم أتيت بدابة دون البعل وفوق الحمار أبيض يضع خطوة عند أقصى طرفه. Но, как мы сказали, затем пророк сам привели животное, пророк сам говорит, поменьше мула, побольше осла, белого цвета. Это животное, дословно, оно помещало свои копыта там, куда падал его взор. То есть оно мгновенно оказывалось там. «Фахумильту алейхи», и я был перенесен на этом животном. Или я оседлал это животное. «Фамталака би Джабраилю хатта ата би иля самаи дунья». И на этом животном Джибриль, алейхиссалям, вместе со мной начал возноситься, но здесь в хадисе часть Исра опускается, пророк ﷺ про перенесение не говорит, уже переходит непосредственно к вознесению. Пророк ﷺ говорит, я был вознесен вместе с Джибрилем, алейхиссалям, в небеса этого мира. «Фастафтаха факиля ман хада». Джибриль, алейхиссалям, попросил разрешения дальше пройти, и у него спросили, кто там? «Каля Джибриль, киля ваман ма'ака». Джибриль, алейхиссалям, ответил, это Джибриль. Ему задали вопрос, а кто вместе с тобой? «Каля Мухаммад, алейхиссалям». Джибриль, алейхиссалям, ответил, это Мухаммад, саллаллаху вместе со мной. «Киля вакад урсиля илейхи». И Джибрилю, алейхиссалям, был задан вопрос, неужели он уже был ниспослан? «Каля на'ам». Джибриль, алейхиссалям, ответил «да». «Киля мархабан». Им ответили «добро пожаловать». «Фани'маль маджи'у джа'a фаламма халясту фаида адаму». И им сказали «добро пожаловать почетным гостям». Когда мы прошли границу вот этого первого неба, небес этого мира, пророк сам говорит, я увидел Адама, алейхиссалям. «Факаля «Хада Адам абука, фасаллим алейхи». Джибриль, алейхиссалям, сказал, это твой отец Адам, поприветствуй ему. «Фасаллямту алейхи фарадда алейхиссаляма». Я поприветствовал его, и он ответил на мое приветствие. «Вакаля мархабан
биль ибни салихи ван наби салих». И Адам, алейхиссалям, ответил: «Мир» или «добро пожаловать» праведному сыну и праведному пророку. Дальше имам Аль-Бабирти хадис не упоминает, стоит многоточие, но мы немножко продолжим. Как известно, в первых небесах пророк ﷺ виделся с Адамом, алейхиссалям, во вторых небесах с Яхьей и Закарией, алейхиссалям, в третьих небесах Юсуф, алейхиссалям, в четвертом с Идрисом, алейхиссалям, в пятом с Харуном, алейхиссалям, в шестом с Мусой, алейхиссалям, и в седьмом с Ибрахимом, алейхиссалям. На каждом небе пророк ﷺ приветствовал своих братьев и, скажем, отцов, поскольку Ибрахим, алейхиссалям, ему отцом, прадедом приходится, и они ему отвечали приветствием. Дальше, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с Джибрилем, алейхиссалям, достигли места, которое именуется Сидратуль Мунтаха, Джибриль, алейхиссалям, пророк саллаллаху сказал: «Дальше мне нельзя, ты продолжишь один». То есть мы видим, какой почет оказан был пророку, саллаллаху алейхи вассалям. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил свой путь, и у него было непосредственное общение с Аллахом Тааля без каких-либо преград. И именно там пророк, саллаллаху алейхи вассалям, получил свой подарок, 50 молитв, которые позднее, благодаря совету Мусы, алейхиссалям, были уменьшены до 5. Но награду, если мы исполняем эту молитву как положено, с хушу'ом, то есть сосредоточенно, награду мы получаем как за 50 молитв. Некоторые ученые считают, что указание на Ми'радж есть, да, на Ми'радж есть и в Коране, в словах «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим», «Сумма дана фатадалла факана қаба қаусайни ау адна». Однако это всего лишь версия, и этот аят является косвенным доказательством. Основным доказательством Ми'раджа все-таки являются хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. На следующее утро, вернее, вернувшись, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обнаружил, что место, на котором он сидел, еще не остыло, и кум'ан, который он задел и который начал падать, он, вернувшись, успел поймать и поставить, так что вода не пролилась. Здесь мы видим еще чудесность этого путешествия в том, что оно было как-то, шло вразрез с течением времени. То есть либо время для него остановилось, либо это было путешествием во времени, либо вообще вне времени. Это тоже подтверждает или дополняет чудесность этого, поскольку чудо, как мы с вами знаем, является неподражаемым, необычным действием. То есть необычно, обычно люди так не путешествуют. Как известно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы с вами отметили, что преодолел небеса этого мира и еще 7 небес. Если речь идет, что небесами этого мира является космическое пространство, то и если учитывать, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был без скафандра, без космического корабля, то в условиях открытого космоса человеческий организм как минимум по 3 причинам должен погибнуть. Первое – это отсутствие кислорода. Второе – температура, близкая к абсолютному нулю, очень низкая температура. И третье – отсутствие давления. То есть в таких условиях человеческое тело просто изнутри должно разорваться, поскольку внутреннее давление есть, внешнего давления нет. Соответственно, это тоже является элементом чудесности этого события. На следующее утро пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал мекканцам рассказывать о том, что с ним было, и, естественно, они над ним смеялись. Но пророк сам привел доказательства. Он описал мечеть Аль-Акса, образ, который Аллах Та'аля представил перед его глазами. Он сообщил про курайшитский караван, где он в этот момент находится. Он сказал, что даже о том, что в одном из бурдюков была вода, и он ее выпил. Но, однако, язычники ему не поверили,
И это чудо было испытанием большим даже для многих мусульман. Были те, кто отрекся от ислама. И показательным здесь является поступок Абу Бакра, рады Аллаху анху, который, еще не услышав известие от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, услышав от его от язычников, сказал: если он это рассказывает, это действительно так. Я верю в большее, что к нему приходит посланник и приносит ему вести от Аллаха Тааля. Ну и на этом, соответственно, чудо Аль-Исра валь-Ми'радж закончилось. Поскольку оно упоминается, первая часть, по крайней мере, Исра, упоминается в Коране, вторая часть Ми'радж упоминается в хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы, как верующие, как мусульмане, обязаны признавать это чудо. Дальше имам Тахауи переходит к следующему разделу. Хаудуху алейхиссалям ва шафаатуху. Пруд пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его заступничество. والحوض الذي أكرمه الله به غياثا لأمته حق والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. Имам Тахауи говорит: аль-хауд, то есть пруд, которым Аллаху Тааля облагодетельствовал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы напоить его умму, является истиной. Ваш-шафаату, и заступничество пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которое он отложил на судный день, имеется в виду, является истиной, как об этом сообщается в преданиях. Во-первых, что касается пруда. Ученые разделились во мнениях, где этот пруд на самом деле, в раю или рядом с сиратом. Но, как известно, в шариате мы не должны противопоставлять хадисы друг другу и аяты Корана друг другу. Поэтому основная методология, то, что мы все далили должны сопоставлять, чтобы они подкрепляли друг друга. Поэтому ученые пришли к мнению, что таких прудов два. Один из них в раю, второй рядом с сиратом. И верующие до того, как пройти сират, у них будет возможность попить из этого пруда. Согласно хадисам, кто попьет воду этого пруда, уже никогда не ощутит жажды. Дальше хадисы описывают, что вода этого пруда белее молока, слаще меда, описываются берега, описывается, что сосудов рядом с этим прудом так много, как звезд на небе, ну и так далее и тому подобное. И верующие, перед тем, как преодолеть сират, у них будет возможность попить из этого пруда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Под вторым прудом некоторые говорят, что это река, подаренная пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в раю, Каусар. И в хадисе от Анаса рассказывает: «Сулин набию алейхиссалям аль-Каусар». У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, что такое Каусар. Есть одноименная сура. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил: «Нахрун фил джанна». Это река в раю. «А'танихи Аллаху фил джанна». Аллаху Та'аля подарил мне эту реку в раю. «Ашадду баядан мин аль-лабани ва ахля мин аль-асаль». Она белее молока и слаще меда. Что касается второго, о чем говорит имам Тахауи, заступничество пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то если мы посмотрим хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, можно выделить большое заступничество, но помимо него есть еще 4 вида заступничества. Про большое заступничество хадис нам рассказывает: «Фалямма рауаль Бухари ва Муслим ан Анас ибн Малик». Бухари и Муслим передают от Анаса ибн Малика: «Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям», пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иза кана яумул киямати маджа ан-насу ба'духум иля ба'дин фаятуна Адама алейхи саллям фаякулуна ишфа' ли зурриятика».
Пророк ﷺ описывает состояние судного дня и говорит: в судный день люди соберутся в группы, в толпы. Известно, что в судный день, когда люди соберутся, их ожидание затянется. Некоторые хадисы сообщают, что ожидать будут 50 тысяч лет, и ожидание будет настолько тяжелым, сложным, что люди подумают: ну только бы суд начался. И поэтому они пойдут к Адаму, алейхиссалям, и скажут: заступись за свое потомство. И Адам, алейхиссалям, ответит: «Ласту лаха, валякин алейкум би Ибрахима, фа иннаху халилуллах». Адам, алейхиссалям, ответит: «Я не могу за вас заступиться». Но Адам, алейхиссалям, вспомнит, что он оступился в раю, поэтому он будет сам и в состоянии стыда, и в состоянии страха за себя, поэтому он скажет: «Я не смогу за вас заступиться, у меня нет такой привилегии, поэтому идите к Ибрахиму, алейхиссалям, он друг Аллаха». فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ. Ибрахим, алейхиссалям, ответит: у меня тоже нет такой привилегии. Идите к Мусе, алейхиссалям, Аллаху Тааля с ним непосредственно разговаривал. فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. И Муса, алейхиссалям, тоже ответит: у меня нет такой привилегии. Идите к пророку Исе, алейхиссалям, он дух Аллаха и его слово. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ. И Иса, алейхиссалям, ответит: у меня нет такой привилегии, идите к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. فَأُوتِيَ فَأَقُولُ, и тогда меня приведут, и я скажу: «Ана лаха», у меня есть для этого привилегия, я могу это совершить. «Фаанталику фаста'зину аля рабби фаю'зану ли». И тогда я попрошу у своего Господа, мне дадут разрешение. «Фаакуму бейна ядайхи ахмадуху бимахамида ла акдиру алейха ал'ана юлихиманиха Аллаху». Пророк ﷺ говорит, что я попрошу Аллаха разрешения, он мне даст, и тогда я обращусь к нему, перед ним, перед Аллахом, обращусь к нему с таким восхвалением, на которое я сейчас не способен. В судный день Аллаху Тааля сам мне внушит эти формы восхваления, прославления Аллаха Тааля. «Сумма ахирру саджидан ли рабби». Затем я совершу земной поклон своему Господу. «Фаякулю я Мухаммад, ирфа' ра'сака, ва куль тусмa'у саль ту'та, вашфа' тушаффа». И Аллаху Та'аля скажет: «О Мухаммад, подними свою голову, скажи, и тебя услышат, попроси, и ты получишь». Попроси о заступничестве, и это заступничество будет тебе даровано. «Фаакулю я рабби, уммати, уммати». Тогда я скажу: уммати, уммати, моя умма, моя умма. «Фаякулю инталик, фаман кяна фи кальбихи мithqalu хаббатин мин бурратин ау ша'iратин мин аль-имани, фаахриджиху минха». Иди к любому, или иди к каждому человеку из твоей уммы, в чьем сердце была хотя бы частичка веры, и выведи их оттуда. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَأَفْعَلُ. И продолжение хадиса, пророк ﷺ говорит, что Аллах Та'аля ему скажет: иди и возьми всех, у кого с горчичное зернышко есть веры в сердце, и выведи их из ада. И пророк сам рассказывает: я это сделаю. Но помимо этого есть еще большое заступничество, когда пророк сам заступится за всех людей о начале суда. Дальше заступничество пророка сам будет связано с верующими, чтобы повысить их степени в раю. То же самое с верующими, чтобы они не попали в ад.
и с верующими, которые уже в аду, чтобы вывести их из ада. Таким образом, мы видим, что у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будет много разных видов заступничества. Самое большое будет за всех людей, независимо от их веры, как мы с вами сказали, о начале суда. Дальше имам Тахауи переходит к следующему разделу. Здесь мелкими разделами идет текст, поскольку мы с вами говорили, что текст сам по себе не структурирован, на темы не поделен. Комментаторы и составители вот этого нового издания, они сами поделили на темы. Итак, следующая небольшая тема посвящена аль-мисак. Что такое аль-мисак? Кратко говоря, мисак переводится как обет, обещание, можно сказать, что договор. Про мисак имам Тахауи говорит: «Аль-мисаку аллади ахадаху Аллаху мин Адама, салаватуллахи алейхи ва зурриятихи хаккан». То есть очень кратко. Смысл мисак также можно перевести как присяга. То есть присяга, которую Аллаху Тааля взял с Адама, алейхиссалям, и с его потомства является истиной. По поводу мисака Аллаху Тааля в Коране сказал: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, ва из ахаза раббука мин бани Адама мин зухурихим ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى». Аллах Та'аля говорит: «И твой Господь взял завет с Адама, алейхиссалям, и с его потомства». Аллаху Та'аля привел их, людей всех, к свидетельству. «Аля анфусихим» в отношении себя. «Алясту бираббикум» разве я не являюсь вашим Господом? И все ответили: «Баля, да, ты являешься нашим Господом». Эти аяты рассказывают о событии, которое можно считать началом человечества. Муфассиры, давая толкование этого аята, рассказывают, что после того, как был создан Адам, алейхиссалям, из его спины были выведены души всего его потомства. То есть всех людей, которые должны просуществовать за историю Земли. То есть душа каждого из нас в этот момент была перед Аллахом. И каждому из нас был задан вопрос: «Алясту бираббикум» – разве я не являюсь вашим Господом? И в тот момент каждый из нас, независимо от того, кем он сегодня является, мусульманином, христианином, иудеем, атеистом, каждый человек, кто является потомком Адама, алейхиссалям, засвидетельствовал: «Да, ты мой Господь». То есть каждый из нас, Аллаху Та'аля ответил: «Да, ты мой Господь, я тебя и сейчас признаю Господом». Почему это называется присяга, мисак? Потому что мы дали Аллаху Та'аля обещание: «И сейчас я признаю тебя своим Господом. И потом, когда ты меня приведешь в этот мир, я тоже уверую в тебя». То есть мы, Аллаху Та'аля, нашей души дали присягу. Но информация в наших душах. А приходя в этот мир, в нашем теле еще есть разум. Разум, мозг, он начинает формироваться в утробе матери, поэтому про мисак там никакой информации нет. Про мисак человек вспоминает, только оказавшись в экстремальной ситуации. Либо он с высоты падает, либо он тонуть начинает, либо какая-то другая опасность, то есть смертельная, перед ним. Тогда разум у него уходит на второй план. Для разума ситуация выживания нелогична. И тогда он уходит на второй план, и на первый план выходит душа. А душа помнит о встрече с Аллаху Та'аля. И поэтому, независимо от того, кем человек считает себя в этом мире, в экстремальной ситуации он вспоминает о своем Создателе. Даже если он атеист. Даже если он атеист, ради спасения он обращается к Аллаху Та'аля. Вот про этот мисак идет речь. Поэтому каждый человек, как пророк сам в хадисе сказал: «Куллю маулюдин юляду аля фитра». Каждый человек, младенец рождается с врожденной
верой. И только потом родители его превращают либо в мусульманина, либо в иудея, либо в христианина и так далее, в зависимости от того, в какой семье он воспитывается, в зависимости от того общества, в котором он воспитывается.